Это актуальное интервью в студии Юрий Осипов. Здравствуйте. Каждый год в адрес Государственного комитета по ценовой политике республики поступают обращения граждан. Традиционно преобладают вопросы по размерам тарифов на коммунальные услуги. Любая тарифная кампания по-своему непростая. Часто происходит рост тарифов, и население это беспокоит. Об итогах тарифной кампании мы сегодня и поговорим. Гость у нас в студии Николай Бочков, председатель Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха-Якутия. Николай Владимирович, здравствуйте. Как я уже сказал, любая тарифная кампания по-своему непростая. Часто происходит рост тарифов, и население это беспокоит. Но сейчас условия особые, поскольку мы видим и рост инфляции, и многие проблемы в экономической сфере. Какие ожидания от тарифной политики в этом году и какие решения уже приняты? Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Да, действительно, тарифная кампания и ценовая политика — это, наверное, такой один из самых будоражащих сознание вопросов, которые сегодня у граждан возникают. Тарифная кампания 2024 года у нас завершилась 31 декабря 2023 года. Все тарифные решения, они уже приняты в соответствии с действующим законодательством. Хотелось бы вообще коротко рассказать о комитете и наших полномочиях, потому что многие, наверное, не понимают, но сегодня полномочия по тарифному регулированию, они распространяются не на все виды, как установление цен и тарифов, да, есть четкие полномочия на федеральном уровне, республиканском уровне, местном уровне. То есть полномочия Государственного комитета, они достаточно обширные. Мы сегодня устанавливаем тарифы в сфере естественных монополий. В первую очередь это коммунальные ресурсы, электрическая энергия, газ, тепло, вода холодная, горячая, услуги централизованного водоотведения, социально значимые речные перевозки, авиаперевозки. Также у нас устанавливаются надбавки торговые, снабженческо-сбытовые надбавки на ГСМ в арктической зоне, это у нас получается на севере. Также устанавливаем социально значимые торговые надбавки на социально значимые продукты питания. Это основной перечень наших полномочий. Основным принципом тарифного регулирования сегодня является, конечно, соблюдение баланса экономических интересов между производителем и потребителем. Соответственно, те расходы, которые сегодня организации доказывают в комитете, подтверждаются в обязательном порядке своими материалами, то есть это и документарная проверка, и статистическая проверка, и проверка налоговых отчетов, деклараций и так далее. У нас сегодня проводится в стране в целом и в республике достаточно сбалансированная и сдержанная ценовая политика. Чуть позже я расскажу. Комитетом сегодня регулируется более 3680 организаций. Устанавливаем на 39 видов товаров и услуг цены, надбавки, тарифы и более 35 тысяч таких тарифных решений, не тарифных решений, а как раз тарифных надбавок, цен и прочих, устанавливается комитетом. Как правило, рост тарифов происходит раз в год. Это уже устоявшаяся у нас практика. С 1 июля следующего года, как правило, тарифы растут. Но, например, 2023 год и 2022 год, они связаны с некоторыми особенностями, все мы о них прекрасно помним, то что решением правительства Российской Федерации принято, что рост тарифов в 2022 году произошел с 1 декабря, и в 2023 году он не менялся. И последующие эти тарифные решения, которые приняты в конце текущего года, они вступят в свою законную силу с 1 июля 2024 года. То есть по своей сути 1 год и 7 месяцев тарифы на коммунальные услуги не менялись в стране. Понятное дело, что за такой промежуток времени в экономике страны, в экономике региона произошло немало как макроэкономических, так и микроэкономических процессов, которые мы все тоже прекрасно понимаем по причинам внешнеполитической обстановки, экономических санкционных режимов, введенных в отношении нашей страны. Это, конечно, повлияло и на логистические цепочки, на цепочки поставок сегодня и материалов, и оборудования, комплектующих, которые сегодня, конечно, используют наши организации.
Вот, ну, коротко по факторам хотел бы, да, роста тарифов пройтись, потому что все равно за год и 7 месяцев, как я уже сказал, это все поменялось. Основными факторами, конечно, сказались это рост цен на первичные ресурсы, такие как уголь, такие как нефть, которые сегодня государством не регулируются. Сегодня это регулирование рыночное, то есть биржевое ценообразование. И основные как бы, предпосылки — это рост спроса на первичные энергоносители, как на внешних рынках, так и, соответственно, на внутренних рынках. И вот цены на уголь, конечно, в прошлом году и в позапрошлом году они били свои исторические максимумы. Вот. И, конечно, это не сказалось и на наших организациях, потому что достаточно много сегодня объектов генерации теплоснабжения, которые работают как раз на угольном топливе. Наверное, рост цены составил где-то в среднем от 30 до 40%, поэтому вот такие росты, конечно, они приходится, ну, то есть их обязательно приходится учитывать при тарифном регулировании, иначе организация просто не обеспечит качественное прохождение отопительного сезона. А для нас в Якутии мы понимаем, что такое качество теплоснабжения и бесперебойность в наши суровые зимы. Вот. Такими же еще одними основными факторами роста тарифов являются, конечно, это обновление нашей инфраструктуры. Ну, по всей стране не секрет, что износ инфраструктуры ЖКХ достаточно на высоком уровне, и более, наверное, 70% сегодня сетей подлежат либо реконструкции, либо замене. Вот. И за последние 5 лет, если говорить про нашу республику, то в тарифных источниках суммы на обновление этой инфраструктуры, они значительно подросли. Практически на 33% или 1,1 миллиард рублей за 5 лет мы увеличили источники финансирования инвестиционных программ регулируемых организаций. Ну и стоит понимать, что, например, за последние 5 лет было построено и реконструировано более 89 объектов генерации, то есть это более качественные, соответственно, новые котельные, модульные, которые обеспечивают теплом наших граждан. Более 600 километров тепловых сетей было заменено, реконструировано и построено, да. По-моему, там 4 канализационно-очистные станции и еще в планах 14 объектов КОСа вводить. Да. Все это, конечно, взаимосвязано с тем, что наше правительство сегодня плотно работает с федеральными органами исполнительной власти. Мы участвуем совместно, ну, то есть наше отраслевое, например, Министерство ЖКХ и энергетики участвует в федеральных проектах, таких как «Чистая вода», фонд реформирования ЖКХ, по нацпроектам тоже экология, да, в области твердокоммунальных отходов участвует. Все это, конечно, сказывается на росте качества жизни наших граждан. Но такие обновления, нужно понимать, что они требуют и содержания этих объектов. То есть любой ввод нового объекта требует, конечно, содержания вот того, чтобы его правильно эксплуатировать, должным образом эксплуатировать, чтобы объект проработал нужное количество лет, желательно чем дольше, тем лучше. Соответственно, на это тоже нужны деньги в тарифном источнике. Поэтому вот эти инвест-составляющие, они сегодня включаются, и в тарифах это тоже сказывается фактором роста, да, но сопровождается обязательно ростом качества предоставляемых услуг. Кстати, еще хотел сказать, что более 6,5 тысяч объектов частного жилого фонда было подключено к централизованным системам теплоснабжения. Если там заглянуть лет хотя бы на 10-15 назад, то такого количества и рядом не стояло. Поэтому сегодня, например, в тех деревнях, где раньше было печное отопление, люди сегодня подключены к централизованному теплоснабжению, и это значительно облегчает жизнь, соответственно, в сельской местности. Вот. Из таких еще важных, наверное, факторов это, конечно, наверное, рост заработной платы в составе тарифного источника. По указу президента Российской Федерации, да, у нас минимальный размер оплаты труда с 1 января был повышен, соответственно, и в этих отраслях, конечно, приходится предусматривать рост фонда оплаты труда. Здесь нужно отметить, наверное, что работа рабочего 3-го разряда — это кочегар, грубо говоря, да, кто в котельной стоит и бросает уголь в топку.
С 1 июля 2024 года у нас предусмотрено 56 тысяч рублей на руки, по-моему. Вот где-то средняя зарплата такая. Соответственно, фонд оплаты труда, конечно, тоже сказывается на росте тарифов. Да? Так, и, наверное, еще бы я отметил такой фактор, как макроэкономические показатели, то есть на которые, по сути, своей организация не влияет. Это там и уплата налогов, и те обязательные платежи, которые осуществляют во внебюджетные фонды. Это, наверное, и привлекаемые проценты по кредитам, потому что ключевая ставка сегодня Центрального банка также растет, обслуживание кредитных ресурсов тоже растут. Соответственно, эти затраты также ложатся в состав тарифного источника. Но здесь хочется сказать то, что со стороны органа регулирования, в свою очередь, ежегодно производится фактический анализ тех затрат, которые предприятие либо освоило, либо не освоило. Ну, грубо говоря, мы там предусмотрели в тарифе 10 миллионов рублей на строительство какого-то участка сетей. Если этот участок сетей своевременно не построен, не сдан, либо там по каким-то причинам не введен в эксплуатацию, то эти расходы из состава тарифного источника изымаются в последующем периоде регулирования, что является как бы фактором снижения. Вот. Ну, ежегодно мы проводим такие анализы, и порядка, наверное, где-то 3,9 миллиардов рублей за последние 5 лет органам регулирования исключено из состава тарифных источников. Вот, конечно, это не есть хорошо, это то, что должны были сделать, но не сделали, либо организации по разным причинам, да, там, либо подрядчик отказался, либо еще что-то там произошло. Вот. Ну, такие росты, конечно, тарифов у нас не влияют на индекс платы граждан. Да? Что это хочется сказать? Вот как раз о той сбалансированной политике ценовой, которая ведется. Граждане платят у нас ограниченный льготный тариф от экономически обоснованного, и сегодня у нас действует закон о льготных тарифах на территории республики, и потребители оплачивают в среднем где-то 28,5% от экономически обоснованного тарифа. Вот, и, соответственно, на 2024 год 9,5% предусмотрено рост оплаты граждан. Это весь набор коммунальных услуг, который платит потребитель, начиная, ну, как я сказал, от отопления, заканчивая ТКО, например. Вот, и это такой набор. Угу. Что ж, Николай Владимирович, спасибо вам за столь подробную информацию. А я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Увидимся в эфире.